Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами тайно наблюдает? Кто это человек и почему он либо она это делает? И если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Просто мысленно либо вслух задайте вопрос: кто за мной тайно наблюдает и почему человек это делает. Пусть нужная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я же спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете в комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, тут разные люди тайно наблюдают, интересуются вами. Мои хорошие, отсыпочка общая. У кого-то отыграется, что все вот эти персонажи за вами наблюдают. У кого-то отыграется либо один, либо несколько персонажей. Но начать я хочу с мужчины. Мужчина, которому сейчас тяжело, очень тяжело из-за вас. Этот мужчина вам знаком. Вы не раз видели, с каким интересом он смотрит в вашу сторону. И еще этот мужчина очень часто близко к вам подходил. Возможно, вы знакомы, и он, когда вы там разговариваете, старается там очень сильно сблизиться. Либо вы, например, где-то стоите, и вот он подходит и прям чуть ли не вплотную, понимаете? Вот, не раз не замечали, как у него глаза блестят в вашу сторону. И да, вам не показалось, это так и есть. Этот мужчина уже давно в вас влюблен, давно вас заприметил. Но есть одно большое и очень страшное, коварное но. Это но исходит от женщины с вашей стороны. С вашей стороны это может быть подруга, это может быть какая-то знакомая. И даже у кого-то может отыграться родственница. Эта женщина очень сильно вам завидует. И эта женщина, зная, что этот мужчина вами интересуется, может быть, она увидела, может быть, он к ней подходил, о вас расспрашивал, она ему наговорила каких-то ужасных, омерзительных и отвратительных вещей о вас. Что-то такое она говорила, что мужчина на этой почве действительно прям заболел, он в депрессию впал. И вот сердце его не верит этим словам, сопротивляется. А мозг рассуждает так, что раз эта женщина ваша родственница, либо подруга, либо знакомая, значит же она вас знает, значит же она понимает, о чем, вернее, что там у вас происходило. Вот, эта женщина, знаете, как ему говорила, что вот типа ты хороший парень, и я не хочу, чтобы тебе было больно, ты не на ту женщину смотришь, да. Тут она могла и говорить, что вы там бессердечная, что вы гулящая, что вы предательница, что вы в кого-то там влюблены, там чья-то любовница на протяжении многих лет, что вы еще, может быть, какая-то заразная. Такого она говорила ужасного, что и в помине нет. А делала она это с особым остервенением и с особым удовольствием, потому что она вас в душе ненавидит, в душе, и постоянно с вами как конкурирует, соперничает. Не желает она вам счастья, и тут ей выпала такая возможность. Скорее всего, мужчина сам к ней подошел, да, про вас спросить. А она такая: сейчас я тебе все испорчу. И давай, значит, ему там рассказывать. Такое ужасное рассказала. Мужчине действительно было плохо, у кого-то даже отыграется, что мужчина аж плакал. Настолько это ужасно все прозвучало, и настолько информация разбила ему сердце. Но, с другой стороны, он ведь тоже не такой глупый, да?
Он начинает об этом думать, вспоминать. Может быть, он не так хорошо вас знает, может быть, он не знает там всех ваших поворотов жизни, но вот он за вами стал наблюдать. Но правда это или нет, то, что эта женщина рассказала? Действительно ли вы такая меркантильная, действительно ли вы там сердцеедка, либо есть ли у вас любовник, там, от чего вы лечитесь, да, потому что там такого наговорили, ну, если бы вы услышали, у вас бы волосы дыбом стали, вы бы взяли большую, там, не знаю, палку и пошли бы эту женщину просто вот казнить, честное слово. Ну, таким людям, вот мне кажется, нет места в нашем мире, то, что она наговорила. Мужчина наблюдает, причем наблюдает не только, ну, физически, да, фактически, он еще и справки о вас наводит, ну, вплоть до того, что, не знаю, какие-то там архивы обращается, либо к каким-то людям обращается. Может быть, даже кого-то нанял, ну, как частные детективы, либо вот эти, которые следят, да, за деньги, да, кого-то нанял, чтобы тоже за вами следили и какие-то моменты вашего прошлого раскрыли. С этим мужчиной то ли вы где-то вместе проживаете рядом, то ли вы где-то вместе работаете. Может быть, вы в одной компании. Может быть, вы новенькая в этой компании, может, он новенький в этой компании. Ну, не так хорошо он вас знает, но достаточно, чтобы уже влюбиться в вас. Влюбиться, и причем, ну, по уши. Извините, но он уже влюблен по уши. Конечно, ему болит то, что ему наговорили, но его сердце сопротивляется, его сердце верит, что вы хорошая, что вы добрая, что вы настоящая. Ну, а та информация ужасная, которую ему сказали, конечно, она сердце рвет на части. Вот. Так что скажите спасибо либо подружке, либо родственнице, либо какой-нибудь там соседке, коллеге за то, что вас, грубо говоря, лишили вот такого счастья с этим мужчиной. Ну, опять же, он человек не глупый, он разберется, может быть, ему больше времени понадобится, но он всю правду узнает. И, девочки, вы тоже об этом уже потом узнаете. Конечно, он вам все эти гадости не расскажет, может быть, как-то аккуратненько вам скажет, что, ну, о тебе плохо отзывается вот эта вот женщина. Вот когда он вам это скажет, знаете, что эта женщина отвратительно о вас отзывалась и ужасные вещи о вас говорила. Эта женщина вам вовсе не подруга, это настоящий враг. Вот ваш враг, завистник и враг. По поводу этого мужчины могу сказать, что он очень честный человек, думает о четверке. Четверка — это пара, это семья, это, ну, такие теплые, идеальные отношения. Он думает о том, что ему вы нужны именно для счастья, для будущей жизни, для семьи. Никаких других там вариантов, что просто там пообщаться, повстречаться, переспать, он не рассматривает, он в этом не заинтересован. Вот почему ему так сильно болит? Потому что он на вас положил глаз, как на будущую жену. Вот. Как идеальная женщина, идеальный образ, прям влюбился в вас и уже прям, ну, чуть ли не к свадьбе готовился, да, хотел, ну, вот, подходить к вам, знакомиться, приглашать вас на свидание. А эта женщина подлая вот такую свинью подсунула, да, наговорила ему столько гадостей. Ну, ничего, все выяснится, все прояснится. Тут, видите, четверка в мыслях, четверка во плоти. Этот мужчина все-таки будет вам предлагать четверку, и стрелку вверх он вам будет предлагать. Тут, скорее всего, какая-то помощь, участие в вашей жизни, в ваших проблемах. То есть благодаря этому мужчине, его помощи, вы улучшите свою жизнь. Либо дела у вас будут там решаться, да, проблемы будут решаться. Хороший он человек. И еще, знаете, вот идет, чем сложнее вы ему достанетесь, тем больше он будет верить вам и верить во все то, что вы говорите, делаете. Никогда у него не будет даже мысли кому-то чужому поверить, да, потому что вот этот опыт он пройдет. Он теперь будет понимать, что люди могут что угодно наговорить, оболгать могут, здорово живешь, поэтому верить нельзя. Вот. Мужчину этого вы 100% видели, и видели его глаза блестящие. И вот мне почему-то еще идет момент, что он слишком близко к вам подходил. И вы такая, что он ко мне так близко подошел? Я не люблю, когда ко мне так близко подходят. Он просто, девочки, наслаждался вашим запахом. Он чувствовал вашу энергетику. Вот поэтому он близко и подходил. Тянуло. Его очень тянуло. Возможно, даже сам не ведал, что творил, поэтому так близко к вам подходил. Но вы этого мужчину точно знаете. Может быть, он даже вам тоже симпатичен, нравится. У кого-то и так отыграется. И вы такой, симпатичный мужчина.
глаза блестят, но действий от него никаких нет. А действий нет, потому что какая-то сволочь ему наговорила гадостей про вас, да, налгала. Но ничего, все раскроется. Так, еще за вами тайно наблюдает, ну вот, человек, который с вами родство имеет, кровное родство. Это может быть там брат, сестра, мама, папа, там бабушка, дедушка, тетя, дядя. Кто-то, кто за вас очень сильно переживает, за вашу безопасность переживает, чтобы вас там никто не обидел, не обманул, чтобы вы там куда-то не впутались. Но тут больше как отеческая какая-то забота, да, проявление именно заботы, любви, желание вас уберечь. Здесь, знаете, как может быть, человек наблюдает за вами украдкой. Если вы где-то вместе проживаете, либо часто вместе остаетесь, человек может там подслушивать, о чем вы по телефону говорите. Если там компьютер открытый оставляете, то даже там пытаться посмотреть, с кем вы там общаетесь. Но тут не хотят навредить, здесь скорее как хотят уберечь. Да? Это отеческая, материнская любовь, забота. Даже если это брат, сестра, то они очень за вас переживают и относятся с отеческой любовью к вам. Вот. В принципе, это и неплохо. Ну да, суют нос куда не положено, в вашу приватную жизнь суют нос. Но с другой стороны, аргумент очень сильный, да, потому что любят, хотят уберечь. Это не потому, что считают вас там глупенькой, а потому что мир такой опасный, да, а вы ведь девушка, вы женщина, и очень добрая, доверчивая, да. Ну, ладно, не судите строго, да, тут не хотят навредить, здесь действительно хотят уберечь. Так, еще за вами следит, но очень похоже на какого-то мужчину, с кем у вас достаточно грустная история получилась. Этот мужчина сейчас с женщиной живет, возможно, он женат. Возможно, он с этой женщиной жил раньше, да, может быть, он был женат в тот момент, когда вы начинали отношения. Возможно, вы узнали, что он женат, и быстренько с ним разорвали. А возможно, вы стали понимать, что этот мужчина никогда не уйдет от жены, то есть там рассказывает вам эти грустные истории о том, что жена очень больна, и он не может на это пойти, либо еще что-то рассказывать. И вы такая, ну, типа, живи с женой, ну, раз не можешь. Может быть, вы начинали общаться, встречаться, потом случайно узнали, что он женат, тоже может быть. Может быть, вы были вместе, мужчина там раз и к другой женщине перебежал. Ну, разные истории, вы все разные, у каждой по-своему. Смотрите, он сейчас живет с женщиной, живет очень холодно. То есть, ну, у них ничего нет, там, близости нет общения, нет между ними заботы. Теплоты нет, вот понимаете, теплоты, ну, живут как там соседи, допустим, соседи по коммуналке, да, постоянно там гавкаются на кухне. И вот он за вами наблюдает и локти себе кусает по поводу того, что он не решился, да, либо не смог вас рядом с собой удержать, да, либо что сделал неправильный выбор. То есть тут нет желания вернуться в вашу жизнь, ну, потому что он понимает, что это невозможно, вы не примете, да, у вас не тот характер, да, вы не будете прощать, вы не будете там, быть не станете любовницей. Но с другой стороны, когда он подсматривает за вами, скорее всего, в интернете подсматривает, может быть, даже под каким-то левым аккаунтом, вот он представляет себе жизнь, которая у него никогда не будет рядом с вами. Возможно, вы живете далеко друг от друга, нет возможности там приезжать лично вас видеть. И вот он через интернет, да, скорее всего, через интернет просматривает, может быть, даже вплоть до того, что у вас там в каком-то мессенджере на аватарке фотографии. И вот он там любуется этой фотографией, там смотрит, когда вы заходили, сколько вы были. Ну, такая жизнь у него несчастная, но с другой стороны, он сам в этом виноват, потому что он ничего не делал для того, чтобы быть счастливым. И тот шанс, который ему предоставлялся, да, небесами, когда вы там познакомились, были вместе, он не смог реализовать. А теперь уже все, теперь уже как бы очень поздно, да, что-то менять. Вы его одушена в какой-то иллюзорный мир, где он может быть хоть немножечко счастливым. Потому что его реальная жизнь — это, как знаете, какое-то самое страшное место в аду.
где его каждый раз там через мясорубку прокручивают. То есть ничего нет, ничего не осталось. Даже надежды нет, только лишь мечты. Да? Сбегает в мир иллюзий, мечты, там, где он представляет, что вы вместе. То есть и жалко его, и не жалко. Да? Не жалко, потому что сам виноват, а жалко, потому что каждый человек все-таки имеет право на счастье. Дорого ему обошлись его ошибки. Но жить без любви, без нежности, без заботы, это, я считаю, это не жизнь. Это муки. Да? Хождение по мукам. Так, кто у меня занимается своим делом, бизнесом, либо вы успешны в своей карьере? За вами следит женщина, внимание, старшего возраста. Она старше вас по возрасту. У кого-то прям несколько лет, у кого-то прям несколько десятков лет. И эта женщина очень хочет стать как будто бы вами, либо занять ваше место. Она может вас копировать, пародировать, имитировать, да? Прямо жадно впитывает все то, что вы делаете, вплоть до того, что она может, не знаю, прическу такую, как у вас сделать, такой же гардероб себе похожий подобрать, не знаю, маникюр такой же, как вы делаете, понимаете? Вот ей кажется, что если делать как вы, то она тоже станет такой успешной. Женщина очень ограниченная, умственная, неполноценная, я так понимаю, потому что недостаточно копировать, да? Нужно из себя что-то представлять. И в нашем современном мире все-таки уникальность важнее, чем вот этот плагиат. Да? Она этого не понимает, постоянно разочаровывается. Говорит, да как так, я уже маникюр такой же сделала, такую же одежду купила. Говорю так же, как она. Почему меня никто не признает? Потому что ты бездарность, потому что ты никто, пустое место. Копировать — это не значит полностью стать таким человеком. Тем более копирка из нее так себе не очень. Наблюдает, следит, но она как-то лично следит. Может быть, там, вы что-то производите, либо оказываете какие-то услуги, она пасется на вашем сайте, она там все передирает с этого сайта, вплоть до того, что может, там, не знаю, скачивать что-то, да, и выдавать за свое, тем самым обманывая людей. Если вы вместе работаете, то полностью вас имитируют, да, вот от тембра вашего голоса, от тональности вашего голоса, что сказала, да, внешний вид, вот все под вас косит. И люди это видят, прям посмеиваются над ней. А она все больше и больше разочаровывается. Очень какой-то пустой человек. Я не буду говорить плохо, но пустой. Вот реально пустой. Нечего предложить миру, но вот она так себя ведет. Ничего ей хорошего не светит. На вас она смотрит как на икону и тут же с каким-то вот презрением, завистью, что вот как так, почему я не такая, как она, чем она лучше? Да тем, что у вас талант, вы индивидуальность, вы особенная, вот тем вы и лучше, но ей невдомек. Это тоже такой прям момент показан. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.